речку. Рослый, блин, еле залез. Вот, Куль, вот. Ща, домой хочет. О, вот это уже семья. Это уже семья. Все чистые тут. Сам гриб хороший. Вообще огонь. Слышите? Ух, как буханка. Нормальный ход. Я уже, ребят, на избе. И сейчас покажу, что удалось сегодня собрать. Это у нас, ребят, тут грибы для варки. Здесь и для соления, и лисички. А вот сейчас вот это последнее ведро, которое я набирал после обеда. Это до обеда 2 ведра и после обеда. Вот такое количество. Ну, много времени, конечно, я потерял, когда ходил в надежде увидеть боровиков. И хотел собрать ягоды, но ничего не получилось. Сейчас я даже костер не буду разжигать. Я сейчас теплой водой помою посуду, соберу все вещи и уже буду собираться домой. Но, может быть, еще на час отвлекусь на сбор грибов. Мне еще по пути хочется заехать в одно место и там пособирать грибы для соления. Ну, если не передумаю. Такие вот планы. Так что, может быть, еще наберу. И потому, как бы, планы сбор грибов еще хочется сегодня хоть часик уделить на это. Потому что это уже последние дни сбора грибов. Потому что уже поздняя осень. И в любой момент резко может все остановиться. А выход для соления есть еще. Вот эти рыжики, пыжики, вот эти еще можно сегодня набрать. Но уже любой день может заморозка, любую ночь заморозка ударить, и все прекратится. И до следующей осени, до следующего года уже сбор грибов не будет. Тут все чисто. Спасибо, изба. Обогрела нас. Тулан тоже предбанник спал. Да, я уже УАЗик запустил двигатель. Ждет кабину. Дугденул. И будем заканчивать, ребят. Будем заканчивать поход беседка. 3 фильма получилось, 3 раза я приезжал. Немножко вот построили. Будем тут. Хороший навес получился. Тут дрова, столик. В любое время, дождливое время, можно там посидеть за столом или же что-либо сделать, там рыбу почистить. Да, и дрова всегда сухие там будут. Вот. И в дальнейшем уже будут походы, ребят. В основном охота на рябчика. Охота на рябчика. И в октябре уже будет большая охота. Там уже поедем на вторую избу. Если хоть немножко уровень воды прибавится. А сейчас по такой воде я никуда не поеду. Вода совсем маленькая. Мотор убивать, 100-тысячный мотор я не стану. Потому что мотор не дешевый сейчас. Лодочные моторы я имею в виду. Вот. Ну, уже вечереет, но я хочу еще по пути в одно место остановиться, там поискать грибы. Именно для соления. И поедем домой. Вот такой поход. Вот такая беседка, вот такой поход.
Все четко. Мне лично все нравится. В прошлом году будку построили для тулана. В этом году большой ремонт беседки был. Конечно, как сказать, бревна. Не скажу, что стопроцентно хорошие они. Болонь. В сторону болоня немножко уже подгнили, но другого материала у меня просто нету. Но все, успокойся. Вот. Но лет 20 простоит, а там видно будет. Жизнь покажет. Вот, как сказать, то, что я подложил, вот эти получурки, они смолистые. Лет 15 они 100% будут там стоять, лежать. Но может быть в следующем году я немножко приподниму и туда уже цементные, как сказать, такие вот кирпичики сделаю, скажем, где-то высотой 10 сантиметров и ширина 30 на 20. Вот по углам такие цементные, как сказать, подложки подложу. Вот. А пока, да, в принципе, самое главное, я буду следить. Как бы, если к земле будет прикасаться, немножко можно приподнять. Вот этот угол, видно, что чуть-чуть уже осел он от тяжести. И еще зимой, в принципе, зимой тоже снега очень много навалит, еще вес больше будет. Самое главное, надо следить, чтобы оно не прикасалось к земле, вот это нижнее бревно. Вот. И, как сказать, если он будет прикасаться, будет сырость и он будет гнить. И также в комментариях мне писали, быстрее было бы сделать, если столбы воткнуть в землю, ну, обработать там еще что-то там. Но, блин, не привык я так работать, ребят. Вот так я нижний, ну, венец я сделал, венец. И самое главное, почему я длинное, но дугды. Почему я длинное бревно, как сказать, не снизу положил, а короткое. В любой момент я могу вот это бревно приподнять, и это нижнее бревно заменить. Это легко и быстро. Вот. Ну, блин, лично мне вот так нравится. И он будет, когда он не в земле, он, как сказать, дольше будет стоять, пролежит. Как сказать, не сгниет. Вот. Ну, давайте посмотрим, что будет дальше, через год, через два. Может быть, что искоситься, может еще что-то там, но не должно. В принципе, должно простоять. Вот. Буду заканчивать, ребят. Хватит. Налюбовался я уже. Хорошо, все хорошо. В будущем году этот столик переделаем, этот столик. И по ходу события там в жизни, что покажет, где что, какой ремонт будет, то и будем ремонтировать дальше. Вот. А сегодня я буду уже ехать в сторону дома. Там баня, но баня мне она практически не нужна. Я могу запросто спилить на дрова, и он мне не нужен, потому что я там не парюсь. Это раньше я жил очень долго тут в лесу, и сено заготавливали, вот тогда мы парились. Сейчас он просто мне не нужен. Вот такие дела. Все, короче, поехали. Давай, лок, все. Let's go. Рослый, блин. Еле залез. Вот, Куль, вот. Все. Домой хочет. Я, ребят, снова в тайгу залез. Вон, туда. Не топчи там. Красивый. Да. Вон гулять, вон. Иди гуляй. Вон.
Вон. Все подряд буду собирать. Блин, гробовая тишина в лесу. Полный штиль. А! А! Слышите? Эхо. Вот-вот. Я и говорю. Мы тут одни. Даже птицы замолкли. 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 Ведра полные. Собираю пакет. Какая-то боровая птица ходила тут. Может, куропатка. Сегодня одну куропатку Тулан поднял. И, короче, эта куропатка серо-белая. Уже белые перья там есть. Ну, меньше половины, конечно. Но все равно уже оперение меняют. Зайца вообще нету. Второй день, считай, в тайге. Сегодня целый день бродили. Вот целый день. Сейчас уже вечереет. И тоже ни одного зайца я не видел. Тулан не поднял, не облаял никого. Тишина. Ну так. Спокойно буду пакет нести. Не сломается ничего. Бля, опять старится. Тут самое главное не заблудиться. Просто очень легко можно заблудиться. Потому что старицы, блин, кругом. И будешь кружиться на одном и том же месте. Просто запутаешься легко. Ты смотри, подсад какой. Как будто вот посадили такой ряд. Вот здесь уже нету, как ни странно, вот тут полоса такая. Вон она. Почему так? Самое главное, тут тоже сосновый лес. А, елка вон там. От корней идут, может. Интересно, интересно. 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 Где бы мне перейти? Ух, ебай. Плывун. Ой, зубуч. Все плавает. Вроде крепко стоит. Ну, можно промочить ногу. Хороший. По 2 штуки. Идешь, потом 2 штуки. Найдешь, потом опять идешь. Путников вообще нет. Места такие интересные, хорошие. Вот эти рыжики еще. Хорош. Хруст такой.
О, вот это уже семья. Это уже семья. Все чистые тут. Это после заморозков. Выход был. Чуть-чуть потеплела погода. И вот и вышли грибы. Я не думал, что удастся вообще набрать. Здесь какая-то старая тропинка. Попал. Еле-еле. Она чувствуется под ногами. Видно еще вот тут зачесы. Какие-то, наверное, петли были. Может быть, на рябчиков. Уже даже палок ничего не осталось. Ни одного взлета рябчиков за целый день. Вот свистки я слышал в 2 местах. А чтобы вот взлетел, куда-то пересел, вот нет. Тихо себя ведут, может, из-за этого. Они, знаете, вот где-то вот на деревьях чем-то питаются, кормятся. Особо на землю и не спускаются, хотя черника есть для них. Брать, не брать, потом это. Возьму вот этот. Так. Здесь куда идти? Надо выбраться отсюда. Синицы. Короче, грибов тут вообще нету. Чем дальше иду, тем меньше грибов. Примерно ориентир надо взять. В той стороне темно, а справа посветлее. И я эту сторону, светлую сторону на правое плечо возьму и буду так идти. Фу. Надо выбираться отсюда. Телефон даже не взял с собой. Надо идти. Смотришь и, блин, стемнеет. Все однотонный лес. Рано или поздно выйти-то выйду. Я не заблужусь, но и кружить на одном пяточке неохота. Самое главное — ориентир взять. Сейчас уже в дальнейших походах я с собой буду навигатор носить, когда с ружьем буду ходить. Ну, а тропинка, блин. Тропинка выдры. Там что-то уже озеро или что, я не понял. Эта тропа идет от выдры. Вон она. Почему так? Пипец.
Одна старица вон туда идет. Вторая, я смотрю, вот здесь, потому что напрямик это выдра. И даже, между прочим, хорошая тропа. Да, тропа. Вон она. Надеюсь, отчетливо видно даже. Тут не понял. Эта старица нам не нужна. Это не нужна. Там вторая. Получается, нам идти сюда. Ни хрена себе. Хе. Вот это да. Так. Вот тебе и светлая сторона. Бля. Так. Лево-вправо. Сюда пойдем. Ха. Ничего себе. Я и говорю, кругом старицы тут, блин. Озера. Однотонный лес. И вот ты, если ориентир потеряешь, вот так будешь кружить. Не понимаешь. Вот, скажем, если река течет, уже по течению можно определить там, в какую сторону идет. А здесь озеро, скажем, или старица, стоит вода. Не понимаешь. Вот и я сейчас тоже не понимаю. Мне нужен сосновый лес для ориентира. Там, в этом месте, получается, сосновый бор. Вот туда, если попаду, тогда уже ништяк будет все. Да, ребята, нашелся. Не потерялся Олег. Там подъем будет. И сосновый лес. Все. Сейчас уже точно выйдем. Но чуть-чуть я, блин, чуть-чуть, короче, я заблудился. Нора чья-то опять. Кто такие норы делает? Вот такой диаметр, она примерно от 8 до 10 сантиметров. Не то норка, не то еще кто. Туннель такой, блин. Где-то полметра заходит и куда-то в сторону идет. Норка или горностай, может, куницы так делают. Интересно. Частенько я вижу такое в сосновом лесу. О, ребят. Такая шляпа. Ноги, конечно, с червями. Сам гриб хороший. Вообще огонь. Слышите? Ух, как буханка. Нормальный ход. Первые рябчики. Я слышал, Тулан тоже туда пошел. Не знаю, улетел или нет. Нет, вот тут. Вон он. Самка. Одна. Лок, Тула. Лок. Тула. Не надо я трогать, блин. Не люблю, когда собака гоняет рябчика. Он должен работать по глухарю и по зверю. Рябчик, белка — это не наша дичь. Именно собакой, я имею в виду.
Это что такое? Я думал красноголовика, там поганка. В упор не разглядел. Пипец, вот это да. Надо шабаш. Ой. Шабаш на сегодня. Очередной лай тулана. Или рябчик, или белка. Но похоже на рябчика. Уже перестал лаять. Взлетела, вот тут сидела рябчик. Поздно включился, ребят. Вот здесь. Тоже один. Обычно по несколько штук тут бывает. Маловато, очень мало. Если бы не выскочил, не улетел, я бы и не заметил. Иду себе, думаю что-то. Тут недалеко уже машина. Давайте, ребят, я покажу, сколько я набрал грибов. Вечерняя грибалка у нас. Вот такой боровик один. Огромный, большой, чистый. Тут еще красноголовик. Такой. Ну, там еще куски. И остальные, еще вот эти, как сказать, лисички пару штук. И остальные вот такие. Вон. Ну, напишите в комментариях, что за грибы. У нас якшером называем. Рыжик, якшер, волнушки. Я не знаю, что. Пусть будет так, что вы напишите. Мне как-то. Самое главное, они хорошие, съедобные, ну и вкусные тоже. Чуть-чуть горчит, надо в воде подольше подержать. А сам по себе гриб хороший. Вот, тулан меня догнал. Поработал сейчас. Облаял там пару рябчиков. Вот, и я тоже буду заканчивать этот поход. Хочу отблагодарить вас за ваши просмотры. Ждите очередные фильмы, многосерийные также. На этом канале у меня только в большинстве случаев многосерийные большие сериалы. Так что привыкайте, кто только подписался, знайте, здесь много серий, фильмы. Ну, если понравится, в общем, присматривайтесь, если понравится, подписывайтесь и смотрите. А в дальнейшем, сейчас уже осень, как вы видите, моя любимая пора. Если все будет хорошо, если будет свободное время, я почаще буду выходить в тайгу, и в дальнейшем фильмы пойдут уже про охоту. В основном охота будет на боровую птицу. Водоплавающая утка — это у меня второстепенно. Если попадет, не буду брезговать, буду добывать, но в основном буду ходить, свистеть рябчиков. Ну и с туланом также основная охота, промысел будет. С ним будем уже добывать покрупнее дичь. Вот. А сейчас мы поедем домой. Ладно, ребят, всем пока и будьте здоровы. Ждите новые сериалы. Я немножко сегодня, если честно, устал. 6 часов, сейчас уже, наверное, 5 часов вечера. Целый день в поисках. Но этого стоит, мы нашли очень много грибов. Все, пока.